Сандра. Привет. Какой макияж мы будем делать? Макияж на Хэллоуин черепа. Что для этого потребуется? Так, ну смотри, вначале мы тебе нанесем тон белый, а потом будем делать рот и тени. Расскажи о себе, где учишься? Учусь в школе, 10 класс. Как решила начать заниматься гримом? Мне всегда нравилась тематика, всякие хоррор-штуки. И как-то решила посмотреть видосики, как сделать вообще грим. И получилось все. Завязалась, закрутилась. Вначале, конечно, не получалось, а потом прошло где-то 2 месяца, научилась и стала уже гримировать в студии. С каким макияжем чаще приходят? Какие-то милые макияжики, очень легкие. Там куклы, какого-то животного. Хочется, конечно, кровавые всякие делать, но ладно. Ты сама обучалась или проходила какие-то курсы? Сама исключительно. Навык, наработки. У нас нету курсов в Сыктывкаре, где могли бы научить этому. Так что видео помогали. Ты помнишь свой первый грим? Да, это был вампир такой с клыками, и у него везде текла кровь. В общем, очень кровавый грим был, всем он понравился. И вот с этого началась какая-то моя карьера, так скажем. Как давно этим занимаешься? 1,5 года уже. И надеюсь, там как-то это в будущем поможет. Так, смотри, сейчас мы будем обозначать границу нашего грима, где он закончится, где начнется. Так, после этого намечаем зубы и глаза. Так, мы дальше намечаем контур самого черепа. Какой был самый необычный макияж? Боди-арт, мы его делали с 7 утра до 12 вечера. Это полностью нужно было нарисовать человека. Делали в тематике космос. Насколько важно в этом деле, в принципе, уметь рисовать? Очень важно, потому что человек, который закончил художественную школу или вообще хоть немного умеет рисовать, он может спокойно повторить любой грим. Потому что то же самое, все линии. Как можно записаться к тебе? Написать в Инстаграме, директ, я отвечу и потом состыкуем время. Что посоветуешь новичкам, которые только вот хотят этим начать заниматься? Не бояться что-то сделать не так, просить друзей побыть моделями, закупиться хоть немного материалами. Белая, черная краска. Или если уже вообще ничего не нашли, можно обычную гуашь смешать с маслом каким-нибудь и наносить. Так, ну мы сейчас переходим к глазам и носу. Будем их прорисовывать. Далее продолжаем делать тушевку глаз и носа. Будем прорабатывать границу грима и делать ее более реалистичнее. Так, ну вот и все, грим черепа у нас готов. Второй грим мы накрасим на нашей второй модели. Это что у нас будет? Тыковка. Для начала мы нанесем тон нашей модели. Это нам нужно, чтобы была какая-то тушевка, собственно, грима. И так он лучше ляжет. После того, как мы нанесли тон, нам нужно сделать разметку черным аквагримом. После того, как наметили линию среза, так можно сказать, делаем рот. Так, после того, как мы сделали рот, приступаем к носу и глазам. Так, и теперь мы переходим к теням.
То есть нам нужно заполнить все пространство на лице, которое мы с вами гримировали. Теперь нам следует придать объем немного нашей тыкве, чтобы это все выглядело реалистичнее. Теперь мы прорабатываем рот и глаза, добавляем тени точно так же. Завершающим этапом у нас будет проработка вот этого скола. То есть нам нужно сделать его более выпуклым. Вот и все, наш грим закончен. Макияж тыквы у нас вот такой получился.